Здравствуйте, ребята! С вами Чудеса кино и я ее преподаватель Дьяконова Ирина. Сегодня мы с вами отправляемся в волшебную страну Харысхала. Сегодня мы с вами сделаем несколько новогодних игрушек. Для первой игрушки нам понадобится булавки, бисер или бусины и пенопластовые шарики. Для прочности можно использовать клей-пистолет. Для этого мы берем наш шарик, булавку, кончик булавки окунаем в клей, потом берем бусинку, нанизываем ее на иголку и втыкаем в шарик. Берем бусинку, Ребята, используя иголочки, очень аккуратно пользуйтесь ими. Старайтесь, чтобы клей был именно на кончике иголочки, чтобы не обжечь пальцы. А если вы боитесь использовать клей-пистолет, то можно использовать обычный бумажный клей, карандаш. Желательно бусинки прикрепить сначала по кругу шарика. Вот таким образом, вот так в круговую. Пистолет старайтесь держать на расстоянии. Бусинки можно использовать разных цветов. Не обязательно одного цвета, разного размера. Так даже будет интересней. Второй ряд и последующие ряды нужно наносить, приклеивать именно вот в шахматном порядке, то есть между бусинками. Вот. Ну вот, ребята, наши игрушки, шарики новогодние готовы. Мы сделали из разных цветов, используя разные бусины. С одной стороны у нас желтый цвет, с другой стороны зеленый, а это полностью зеленого цвета. Также мы можем добавить ленточку или бантик какой-то новогодний. Для следующих игрушек нам понадобится 2 лампочки. Заранее окрасили мы их белой гуашью с добавлением клея ПВА. Гуашь с добавлением клея ПВА. Шерстяные нитки. Заранее мы нарезали длиной, которая нам необходима. Фоамиран можно приобрести в любых канцтоварах. Ушки из ткани. Также такие ушки можно вырезать из фоамирана. Небольшой кусочек картона. И пластилин. Для следующих игрушек нам понадобится 2 лампочки. Мы заранее окрасили их гуашью с добавлением клея ПВА. Как мы это делаем? Мы берем клей ПВА, добавляем в краску, прям вот в тюбик с краской, немножечко воды и размешиваем. Это для того, чтобы наша краска при попадании воды не растекалась и не размазывалась. Ребята, так как это стекло, с лампочкой нужно обращаться тоже очень аккуратно. Стараться держать ее вот за этот наконечник металлический. Не бросать эту лампочку. Так, вот здесь мы оставили место для нашей мордочки у нашего пингвина. Это будет пингвин. Нарисуем глазки нашему пингвину. Рисуем кончиком кисточки. Так, ну а нос мы сделаем из пластилина. Скатаем его в виде конуса морковки. Так, наш нос и наша краска должна просохнуть. Для этого мы
должны аккуратно положить на какую-то поверхность, чтобы не замарать стол. Ну а мы приступаем к следующей игрушке. Также мы берем лампочку, заранее окрашенную гуашью с добавлением клея ПВА. Следующая игрушка будет зайчик. Для этого мы сначала начнем изображать нос. Нос будет у нас овальной формы. Так, и кладем. Так, пусть сохнет. Угу. Из пластилина мы можем вылепить морковку. Тоже слегка проклеить. Небольшое количество клея. Вот так. Теперь мы с вами должны сделать шапочку нашим игрушкам. Для этого нам необходимо небольшой кусочек картона. Сгибаем его, чтобы он был поплотнее. Вот, линию сгиба хорошо согнули, прогладили и лишнюю часть обрезаем. Закручиваем картон и проклеиваем вот таким образом, чтобы у нас получился вот такой готовый кружок. Можно его для удобства проклеить. Так, затем мы берем наши шерстяные нитки, складываем их пополам на две половинки и продеваем сквозь нашу картонку. Хорошо затягиваем. Следующую. Нитки должны быть все одной длины. Нитки шерстяные тоже можно использовать разных цветов. Не обязательно использовать один цвет. Пусть наш пингвин и зайчик будет с яркой, красивой новогодней шапочкой. Шапочку, ребята, можно сделать не только из ниток, но и сшить из ткани, сделать из фоамирана. Лампочку можно оформить в любого животного, какой вам нравится больше всего. Может быть, это будет животное из сказки, может быть, из мультика какого-то известного, которого вы очень сильно любите. Вот. Так, ниточки старайтесь сдвигать друг друга, чтобы они были очень плотно, чтобы не было здесь пробелов. Так, наша шапочка практически готова. Теперь мы собираем вот этот хвостик весь и продеваем его, проталкиваем его в обратную сторону, чтобы получилась имитация нашей шапочки. Затем возьмем кусочек нитки, выровняем хорошо наши кончики и перетягиваем. Так. Завязываем на 2 узла, чтобы наша шапочка не распалась. Так, лишние ниточки обрезаем, чтобы получился вот такой помпончик. Пока мы делали нашу шапочку, наш пингвин просох. Теперь мы должны одеть на нашу лампочку вот эту шапочку. Для этого мы возьмем клей-пистолет или обычный бумажный клей, хорошо нанесем на железный наконечник и одеваем, прямо вот так прижимаем нашу шапочку. Угу. Так, ну и сделаем, может быть, бантик из фоамирана. Можно завязать, и можно просто проклеить. Одна наша игрушка готова. Приступаем ко второй. Приступаем к следующей нашей игрушке. Это наш зайчик.
фон уже просох, глазки просохли, морковка тоже. Мы должны с вами сделать ушки. Ушки мы сделали заранее, сшили из ткани, а можно сделать из фоамирана. Как это делаем? На фоамиране рисуем. Чтобы уши были одинаковые, складываем на 2 половинки и вырезаем. Получается совершенно 2 одинаковых уха. Так, клеим уши, наносим клей. Склеим пистолетом очень аккуратно и проклеиваем ушки наши. Прижимаем. С другой стороны тоже прижимаем. Вот так. Так, опять наносим клей. Здесь, по всему железному наконечнику и на ткань. Затем одеваем шапочку с 2 сторон. Прижимаем вот так. Маловатая шапочка получилась. Чтобы морковка получилась правдоподобной, мы добавили немножечко зелени. Наши игрушки готовы. Такие игрушки можно повесить на елку или подарить другу. Ну вот, дорогие друзья, мы с вами сделали столько новогодних игрушек за такое короткое время. Такие игрушки вы можете подарить или своим друзьям, или повесить у себя дома. Ну а мы с вами прощаемся. До свидания. С Новым годом!